Сегодня я хочу проповедовать на одну, я лично считаю, очень важную тему. Вообще все темы, которые я проповедую, они очень важны. Это, наверное, одна из самых. Я хотел давным-давно, чтобы ее записали, чтобы мы на YouTube-канал ее выложили, эту тему. Я хочу, чтобы все, кто заходят к нам, гости на YouTube-канал, чтобы они сталкивались именно с этой темой, они начинали знакомство с нашим YouTube-каналом именно с этой проповеди. И вообще я хочу, чтобы вся христианская церковь, насколько это возможно, она сегодня думала подобным образом и двигалась подобным образом, так же, как и я буду сегодня говорить. Проповедь моя называется «Ложь, в которую мы верим». Когда ты сталкиваешься с христианами, когда ты читаешь Слово Божие, и ты сталкиваешься с христианской церковью, ты начинаешь понимать, вот истина, а вот христианская церковь, где есть куча вещей, в которую верят христиане, которая вообще не является истиной. Вы когда-нибудь с такими вещами сталкивались? Когда, например, ты в какой-то церкви разговариваешь с людьми, и человек тебе заряжает, например, ну там же сказано, и начинает какие-то странные места Писания цитировать. И ты его говоришь, слушай, подожди, постой, стопе. То кто, братан, стопе? Где это написано? Ну где-то написано. И ты слушаешь человека, он желаемое или предполагаемое, или услышанное выдает за действительное то, чего нет. Я, знаете, однажды вообще провел эксперимент. В одной церкви меня пригласили на молодежное служение. И я говорю, друзья, молодежка собралась, там немного людей было. Я говорю, друзья, сегодня я хочу, чтобы мы помолились Архангелу Санта-Клаусу и попросили у него подарки. Такие, знаете, тынц, поднапряглись немножко. Я говорю, а что вы напрягаетесь? Они такие, а что, разве есть такой архангел? Я говорю, конечно, у пророка Исаии вы что, не читали, что ли? Они еще больше поднапряглись, потому что, конечно же, они не читали. Я говорю, мы просто сейчас обратимся к архангелу Санта-Клаусу и попросим у него подарки. И знаете, если бы я дальше качал бы эту тему, я бы нашел какие-то места Писания, я подогнал бы эти места Писания под Санта-Клауса, под архангела Санта-Клауса. Я остановился и сказал, нет, я шучу, просто Библию читать надо, я хотел вас проверить. Но на самом деле, знаете, есть куча вещей в христианской церкви, которые к христианству вообще отношения никакого не имеют. Можете с этим согласиться? Есть куча вещей, в которые мы верим, которые ничего общего не имеют с Библией. Ничего общего не имеют с Новым Заветом, ничего общего не имеют с учением Иисуса Христа. Мне понравилось, как недавно у нас модератор ответил на один коммент в YouTube-канале. Какой-то человек посмотрел проповедь о даянии, и он говорит, как бы учение классное, но десятина это не новозаветная тема. И модератор наш пишет, Матфея 23:23 читайте, там написано о том, что говорил Иисус о десятине. Кто из вас помнит? Там написано о том, чтобы Иисус сам сказал эти слова, о том, чтобы ученики его не оставляли давать десятину, чтобы они не оставляли этот божественный принцип, чтобы они не оставляли эту божественную возможность в своей жизни, через которую двери и окна небесные открываются. Знаете, есть вещи, в которые мы верим, что это новозаветнее. Есть вещи, наоборот, о которых мы думаем, что они не новозаветнее. Но если мы не начнем сравнивать это с настоящим Новым Заветом, со Словом Божьим, мы можем попадать в обольщение. И часто, общаясь со служителями, открою тайну, даже с пасторами, слушая этих людей, ты понимаешь, что у человека живет в голове ложь. Сейчас ты можешь внутри своего сердца сказать, как, даже у пасторов? Он же помазанник. Вот сейчас мы к этому и придем. Итак, ложь, в которую мы верим. У меня дома живет собака, его зовут Мартин. Когда новые люди к нам приходят, я говорю, мы назвали эту собаку в честь Мартина Лютера. На самом деле это неправда. Мы его назвали в честь той самой зебры из Мадагаскара. Да шучу, просто так мы его назвали. Есть некоторые вещи, которые происходят просто так, друзья. Знаете, есть вещи, которые происходят просто так. Случайность. Или человек так вот, встал с такой ноги, вспомнил какое-то имя, назвал его Мартин. Но на самом деле, когда я говорю всем людям, что его зовут Мартин, и вспоминаю Мартина Лютера, я воздаю честь этому человеку. Потому что однажды этот человек набрался мужества, и он сказал, церковь, в которую я ходил, полна заблуждений. И в 1517 году, 31 октября, он прибил свои 95 тезисов. Куда? К двери Виттенбергской церкви. Далеко от вас? Так,
Я бы, честно говоря, хотел туда попасть, говорят, там сейчас музей, да, в этом месте. Ну, неважно. Короче, неважно. Важно, ты помнишь, что произошло. А началась реформация. Та церковь, в которую ходил Мартин Лютер, он просто начал читать Писание. Он начал смотреть, что происходит в этой церкви. И он сказал: моя церковь заражена ложью. И он стал человеком, который зародил реформацию. И если вы откроете Википедию, вы включите слово реформация, вы увидите там интересное такое изречение. Там написано, что Мартин Лютер там в 1517 году начал реформацию, но оказывается, есть официальное окончание реформации. Вы знали об этом? Через сколько-то там лет, в 1600 каком-то году, официально состоялось завершение реформации. Я с этим категорически не согласен. Потому что реформация сегодня продолжается. И она продолжается в умах людей, которые приходят ко Христу. И она продолжается в Церкви Христовой. Потому что у нас все еще столько разных заблуждений, у нас все еще столько разных взглядов, которые не соответствуют Писанию. И Бог открывает все новые и новые грани Писания, чтобы реформировать свою церковь и поставить ее на библейские рельсы. Сегодня я буду очередной гвоздь забивать к 95 тезисам, к этому листочку, вбивать еще несколько вещей, буду говорить о сегодняшней христианской церкви. Это касается пятидесятников, это касается баптистов, это касается харизматов, это касается всех тех ребят, которых мы встречаем, которых мы знаем, это касается твоей и моей церкви, твоей и моей церкви. И так важно, чтобы нам наши церкви поставить на библейские рельсы. Итак, я буду говорить о вещах, которые вкрались в церковь, и которые стали нормой в церкви, но которые не являются вообще ничем иным, как ложью. Это ложь. Итак, первое слово, которое сегодня любят говорить в христианских церквях, особенно в харизматических церквях: помазанник. Помазанник пришел, помазанник сказал свое слово, помазанник руку возложил, помазанник за меня помолился. О, ты же помазанник, помолись за меня. О, ты же помазанник, давай с тобой селфи сделаем. О, ты же помазанник, давай, можно я рядышком постою, может быть, жизнь изменится. О, конечно. В некоторых церквях, знаете, я вам сегодня открою тайну, в некоторых церквях, слава Богу, мы, я надеюсь, искоренили это в нашей церкви. В некоторых церквях то, что говорит Слово Божие, это классно. Но то, что говорит помазанник, это круче. Иисус Христос, мы тебе верим, но вот этот человек, это помазанник, и мы ему верим чуть-чуть больше, чем Слову, чем Иисусовым словам. Я встречался с такими ситуациями, я общался с людьми, и я говорю: слушай, надо вот это сделать. И человек спрашивает: кто сказал? Я говорю: так в Библии написано. Он говорит: ну понятно. А потом ты его через какое-то время встречаешь и говоришь: слушай, надо вот это сделать. Знаешь, что сказал? Вот этот дядька, старший пастор. Так бы сразу и сказал. Это ж помазанник, это великий человек, это человек-небожитель, у которого его слова, они сродни истине, и всякая билиберда, которую этот человек произносит по поводу политики, по поводу экономики, по поводу того, куда вкладывать деньги, по поводу разных вещей, все эти слова трактуются за истину. Это страшно, друзья, это страшно. Мы должны ориентироваться сегодня не на слова каких-то людей. Мы должны ориентироваться сегодня только на один эталон истины, Слово Божие, которое у тебя и у меня должно быть записано в сердце, чтобы оно там записалось, его надо ежедневно читать. Итак, что такое помазанник? Вообще, когда мы говорим о помазанниках, Ветхий Завет подразумевал 3 типа помазанников. Это были кто? Пророки, священники и цари. Для этих людей с неба был выдан особенный мандат, то есть особенные полномочия. И эти полномочия подтверждались тем, что их мазали маслом и перед народом провозглашали над ними эти полномочия. И после этого люди имели право от имени, например, священники от имени людей говорили перед Богом. Они имели такие права и полномочия благодаря тому, что на них было это помазание. Поэтому их называли особенный помазанник. Цари, они имели право управлять государством, потому что это полномочие было дано им Богом.
Пророки имели право говорить от имени Бога в жизни народа, потому что они имели полномочия, как помазанники, как люди, отделенные специально для этого действия самим Богом. Поэтому, например, в Израиле были 3 категории людей, это были особенные люди, их называли помазанники. Слышите, друзья? Но мы сегодня не в Израиле. Сегодня мы в Новом Завете. Сегодня некоторые вещи изменились. Сегодня некоторые вещи, они стали немножечко другими. Давайте посмотрим на Новый Завет. Что говорит Новый Завет нам о помазаннике? Во-первых, когда мы читаем о пришествии Иисуса Христа, Иисус Христос – это не имя и фамилия. Это Иешуа Мессия, Мессих. Как хотите, Машаяк, как угодно, на любом языке или на разных языках. Это имя звучит по-разному. Но когда мы говорим Иисус Христос, Христос – это греческое слово «помазанник». Это тот, кто является единственным помазанником. Это тот, который отделен. Это тот, который принес Царство Божие человечеству. И всякий, кто сегодня является его учеником, называется христианин. То есть такой же, корень такой же, помазанный. Сегодня ты помазанный человек. Когда ты принял спасение через Иисуса Христа, Библия говорит, что ты принял вместе с этим помазание, которое живое внутри тебя. Оно истинное, не ложное. Оно всему тебя будет учить. Давай нам 2 места Писания. Первое место Писания, 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Там написано, что мы помазаны самим Богом, Он совершил над нами помазание. Я хочу здесь вам задать просто 2 вопроса. Над кем здесь было совершено помазание? Над кем над нами? Над кем было совершено помазание? Скажи надо мной, надо мной, надо мной. Помазание было совершено Богом через смерть и воскресение Господа Иисуса. Когда я принял это, оно было совершено надо мной. Я был помазан. Для чего? Другими словами, давайте вот уберем вот это вот сложное слово «помазан». Я был отделен, я был предназначен, мне был выдан небесный мандат, мне было выдано небесное право стать представителем Царя Небесного на земле живых. На земле человеческой я представитель Небесного Царства. В этом мое помазание, в этом я сегодня имею мандат, я имею полномочия. Ты и я, мы имеем одинаковые полномочия. Мы можем называться сегодня по-настоящему посольством Божьим на земле. А ты на полном серьезе совершенно имеешь на это право сказать, а я его посол. Я его посланник, я человек, которому был вручен или вручен мандат самим Богом, право, привилегия самим Богом представлять его на этой земле. Слышите, друзья, в этом мы сегодня одинаковые. Неважно, 100 лет ты веришь в Иисуса Христа, или ты сегодня пришел первый раз и принял Иисуса Христа только сегодня, утром, может быть. Ты такой же помазанник, как и тот, кто 100 лет верит. Как и тот, который объездил 18 стран и проповедовал на Тибиен. Вау! Вау, 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 вау. Да нет, ты прикалываешься. Да, друзья, да. Я хочу вам сказать, когда вот вы слышите слово, что вау, помазанник приедет, вау, помазанник пришел, вау, помазанник за меня молился. Друзья, это всего лишь некое извращение слова, которое люди недопонимают до конца. Ты и я, мы помазаны Богом. Единственное, что, например, у каждого из нас есть разные дары. Кто-то, например, исцеляющий евангелист, он двигается в дарах исцеления. Вообще евангелисты – это люди, которые на ровном месте, куда бы они ни пришли, там начинают бесы проявляться, и из людей бесов выгоняют. Это так впечатляет других людей. И все хотят, чтобы эти помазанники за них помолились. Это просто люди, такие же, как и ты, любящие Господа, а в особых дарах двигаются. Я хочу сказать, что сегодня, например, у Церкви Божией нет недостатка, например, в помазанниках, которые двигаются в каких-то невероятных дарах. У нас есть недостаток в помазанниках, к примеру, я объясню, которые в Библии называются так, служение вспоможения. Вот, например, нам нужен один помазанник, звукооператор,
лучше два, да? Лучше два. Вот знаете, какая нужда сегодня в детских служителях? Знаете, какая сегодня нужда в служителях, которые будут заниматься невидимой работой, где их никто не видит, где их никто не замечает, где никто не восторгается их помазанием. Но это люди были бы одарованные, это люди были бы, например, помазанные в той или иной степени, в том или ином деле, на которое сегодня, или в которое у нас есть сегодня нужда. Нам нужен помазанный звукооператор. С ушами, да. С глазами, еще хотелось бы, с ушами, с глазами, с руками, с сердцем готовым учиться. Нам нужны помазанные служители в детское служение. На самом деле, когда мы говорим о помазанниках, есть люди, которые призваны начинать церкви. Есть люди, которые управляют церквями. Есть люди, которые целыми движениями христианскими управляют. Но это всего лишь призвание и дарование на этом человеке. И он не больше и не меньше тебя. Он такой же, как и ты. Просто он двигается в своем призвании, ты в своем призвании двигаешься. И ты не меньше его помазанник, а он не больше тебя помазанник. Слышите, друзья? Слышите? Ты помазанник, скажи о себе, я помазан Богом, я помазанник. Больше, давайте прочтем 1 Иоанна 2 главу. В 20 и 27 стихе там написано, вы получили, кто вы? Я, Денис, я получил помазание от святого, и у всех вас есть знание. И дальше 27 стих. Помазание, которое вы получили от него, постоянно в вас. Вау! В тебе есть помазание, и оно постоянно там. Ты человек Божий, ты помазанник Божий. Друзья, когда мы кого-то приглашаем, давайте не будем делать глупых вещей, кого-то выделять. О, это помазанник приехал, а ты тогда кто? Полупомазанник, что ли? Или недопомазанник? Ты тогда кто? Писание говорит, что мы помазанники, мы люди, помазанные Богом. То есть мы сегодня имеем с небес силу для того, чтобы исполнить наше предназначение. Мы имеем благодать с небес, чтобы исполнить то, к чему Бог нас создал, или то, к чему нас Бог призвал. Итак, слово «помазанник». Я хотел бы, чтобы мы сегодня понимали, что об этом говорит Новый Завет. И чтобы мы не делали кумиров и не делали идолов из людей, которые двигаются в каких-то дарах. Потому что доходит до крайности, я вам объясню. К примеру, когда человека выставляют каким-то особенным, вот он особенный, какие-то сверхъестественные силы, дары, там еще что-то двигается через него. И только этому человеку надо верить, только к его устам надо прислушиваться. Таким образом, в церкви Христовой Божьих людей привязывают к человеку. А знаете, кто такой человек? Человек сегодня стоит, завтра упал. Человек сегодня с Богом, завтра он может предать Бога, потому что у Иисуса 12 учеников, которые предали Его. Все 12, не только Иуда. Сегодня, например, некоторые помазанники, которые привязали к себе, я в кавычках говорю, которые привязали к себе людей, которые сделали из себя идола, сегодня они сослужили злую шутку этим людям, потому что некоторые из них упали. И у людей, когда они видят, что их помазанник, кого они боготворили, кого они любили, кем они восторгались, кого они на руках носили, когда этот человек падает, что происходит? Разочарование. В Боге причем. В христианской церкви разочарование. И ты думаешь, а при чем тут Бог? А при чем тут христианская церковь? Христианская церковь не упала. Бог, Он не упал со своего трона, Бог не натворил пакости, Бог не начал колоться, Бог не начал прелюбодействовать. Это всего лишь человек, которому ты верил больше, чем Богу, к сожалению. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы пришли в себя и были здравыми в учении. Я человек. Я могу сегодня двигаться в каких-то дарах. Я могу сегодня находиться в каком-то призвании. Я всего лишь человек, такой же, как и ты. Знаете, некоторые помазанники, они мнят из себя экспертами во всех сферах жизни. Я не эксперт в куче вещей. Я не знаю кучу вещей. Но то, к чему я призван, я стараюсь разузнать от Бога больше, лучше, для того, чтобы это донести другим людям, которым я сегодня служу. То, к чему я призван. Итак, 1 Тимофею 2:5 сюда, к этому пункту, давайте еще посмотрим.
это то, что я говорю, что иногда с помазанниками происходит такая крайность, когда за этими помазанниками бегают и говорят: попророчествуй мне, расскажи мне судьбу, брат-помазанник. А ты можешь за меня помолиться, брат-помазанник? А что мне делать? Да, как мне жить? А ехать ли мне в Норвегию или ехать мне в Соединенные Штаты? Выходить мне за нее замуж или бросить эту... Бросай. 1 Тимофею 2:5. Здесь написано, что твой помазанник должен быть на месте. И твой помазанник Иисус Христос, через которого ты имеешь сегодня отношения с Богом. Когда ты нуждаешься в молитве, обращайся к Нему. Когда ты нуждаешься в поддержке, это не значит, что мы складываем в себя ответственность и говорим: все, мы как служители ни за кого молиться не будем, все, мы как служители никого консультировать не будем, все, мы как служители никому ничего не будем советовать, идите все к Иисусу Христу. Нет, нет, друзья. Но вот это важнее, чтобы твои отношения с Богом, они имели одного лишь посредника. Опять-таки, когда у нас есть крайность с этими помазанниками, этот помазанник становится посредником между человеком и Богом. Как сказал помазанник, так и сделаю. Я буду прислушиваться к тому, что говорит помазанник. Друзья, самое главное, чтобы мы научились прислушиваться к настоящему помазаннику. Вторая вещь. И я хотел бы, чтобы все становилось на свое место. Чтобы мы не находились в крайностях. Чтобы мы не находились на обочине дороги. Еще одна вещь. Это слово, вообще прикольное слово, оно вообще даже не из Ветхого Завета, оно от патриархов пошло. Опа! Левиты. Левиты. Мы, знаете, много уже раз общались на эту тему с разными людьми. Я пытался объяснить, что в Новом Завете каждый из нас, мы левиты Божии. Кто такие левиты? Давайте вместе поразмышляем. Кто такие левиты? Левиты – это люди из колена Левия. Настолько логично. Кто такие были ребята из колена Левия? Это были люди из 12 колен, у меня не хватит 12 пальцев, нет, но плюс 2 пальца. Из 12 колен одно колено было отделено, чтобы служить Богу. Они представляли Бога, они представляли народ перед Богом, они занимались всем, что связано со служением Богу. Это было у евреев. Я снова напоминаю, мы больше не евреи, мы новозаветная церковь. Кто-то говорит, что мы ими не были никогда. Некоторые были. Хочу расстроить. Некоторые были. Я вас возвращаю к реальности. Мы многие не евреи вообще. И тем более мы не в еврейской церкви находимся. Мы в новозаветней церкви. И в Новом Завете каждый из нас, кто принял Иисуса Христа, тот автоматически становится левитом. Потому что первое послание Петра, 2 глава, там написано очень просто. В 9 стихе я читаю. Вы, опять, кто такие вы? Мы, бишкекчане, мы, род избранный, царственное священство. Друзья, все, на это можно точку поставить. Там хорошее продолжение есть. Вот на этом можно ставить точку. Просто утром просыпаешься, говори: Господь, я царственное священство. Я Божий человек, я священник Бога. Я создан Богом и принят Богом, чтобы стать священством Бога на земле. Дальше написано, что мы принадлежим Богу. Мы святые люди, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал нас из тьмы в свой чудесный свет. Мы все сегодня являемся священниками. Слово священник я даже не буду сейчас говорить, потому что это вообще слово, которое заезжено и которое для нас, для многих, оно непонятное, что священник должен быть в какой-то одежде, священник должен владеть каким-то саном, священник должен иметь какое-то звание, он там хотя бы должен быть реверентом. Это что? Это преподобный. Чтобы с ним особенным образом здоровались. Друзья, вот Слово Божие говорит, что все мы реверенты.
Мы все преподобные, мы все священники, мы все левиты, мы все те самые люди, которые являются отделенными сверхъестественным Божьим помазанием для того, чтобы осуществлять служение Богу на этой земле. Поэтому я не хочу, чтобы мы путали понятия. Когда, например, какие-то люди у нас сегодня играют, какие-то люди у нас поют, какие-то люди занимаются медиа, какие-то люди, например, ходатайствуют, занимаются ходатайственным служением, кто-то занимается детским, кто-то подростковым, кто-то занимается тем, что проповедует людям на улицах, приводит неспасенных. Это все служение Богу. Это все наша честь, которую мы имеем от Бога, быть Его священниками и быть Его левитами. Мы все сегодня отделены для служения Господу. Слышите, друзья? Скажи, я Божий священник. Звучит странно даже для некоторых. Потому что священников мы же даже представляем, как они должны выглядеть. Я сегодня снял мой этот рэперский кулончик, который мне подарили, с собачкой на шее. Я думал, так что ли сегодня проповедовать? Но некоторые не поймут, в смысле, он что, священник что ли? Как он мог этот кулончик на шею напялить? Он должен был крест вот такой повесить себе на шею. Друзья, это всего лишь у нас в голове живущие лживые понятия об одном или о другом, что на самом деле Иисус никогда не говорил делать. У нас есть вообще темка. Это меня вообще, я обалдею до сих пор от этого. Первосвященник. Это мой первосвященник. Кто? Ну в смысле, вот у нас семья, а это первосвященник. Ты что, гонишь? Какой первосвященник? Когда я слышу это, у меня радость в голове начинает подниматься. Первосвященник, ребят, это вообще из иудейской религии. Какое ты отношение к этому? Твоя семья, тем более, какое? Твой муж, какое отношение к этому имеет? В смысле? Кто такие первосвященники, друзья? Во-первых, это глава религиозной организации. У тебя что, муж глава религиозной организации? Это первое. Второе, первосвященник. Сегодня, опять-таки, совершенно по-другому. Если вы откроете послание евреям, там очень много о первосвященнике сказано, потому что евреям мозги долбил апостол Павел. Я верю, что это апостол Павел написал послание. Он им долбил мозги, он говорил, что раньше был первосвященник, человек, сегодня у нас первосвященник Бог. Иисус, Он стал нашим главным первосвященником, по чину Мелхиседека. Он, знаете, кто такой раньше был первосвященник? Это человек, который единожды в год заходил в присутствие Божие. Да если брать, то каждый из нас, мы вообще первосвященники ежедневные. Мы каждый день можем входить сегодня в присутствие Божие. Помните, Матфея 27 глава, 51 стих, там было сказано так о смерти Господа Иисуса Христа. Когда Он был распят на кресте, и когда Он сказал последние свои слова и умер, тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Это такой символ. Все, что раньше принадлежало одному человеку, первосвященнику, присутствие Божие, куда он мог входить, это открылось для всех людей, которые принимают Спасителя Иисуса Христа в свою жизнь. Поэтому, если у тебя был какой-то первосвященник, просто немножко вот так возьми, глаза с него переведи, скажи, ты хороший человек, но ты, оказывается, не первосвященник. Ты хороший, ты продолжаешь быть хорошим. Ты муж, ты мужчина, ты ответственный за семью, за то, чтобы зарабатывать, быть лидером духовным в нашем доме, быть человеком, который вдохновляет на хорошие духовные подвиги. Но оказывается, я сегодня сам как первосвященник или сама как первосвященник могу входить в присутствие Божье, и я не нуждаюсь в первосвященниках. Слышите, друзья? Слышите? Давайте вот этот мусор весь выметим из головы. Это ложь. Все это фейки. Все это надуманные вещи. И реформация, она все еще продолжается в Церкви Христовой. Если раньше Мартин Лютер, он бился за то, что нужно было изменить в священстве, в его церкви, мы бьемся за то, что нужно изменить в наших церквях.
Мы продолжаем сегодня реформацию, мы возвращаем церковь в Слово Божие, чтобы мы стали верить в Слово Божие, поступать соответственно Слову Божьему. И здесь поселили бы доктрины библейские, которые у нас в голове будут отображаться правильным образом. Вы со мной согласны со мной? Еще одно слово. Это вообще шикарное слово. Матфея, 16 глава, 24 стих. Там написано, Иисус обращается к людям, которые следовали за Ним. И Он говорит такие слова. «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной». Вот здесь слово «последователь». В других переводах переведено «кто хочет быть моим учеником». Знаете, Иисус, Он плодит сегодня учеников. Он сегодня ищет людей, которые ответят вот на этот призыв. Которые скажут, я хочу быть твоим учеником, я твой ученик, я пойду за тобой. Он сегодня не нуждается, вот еще одно слово, в прихожанах. А сколько у вас прихожан в церкви? Прикинь, ни одного. В смысле? У нас ученики в церкви. Аллилуйя! Надурил, да? Но, друзья, на самом деле не надурил, а сказал правду. Сегодня Бог не нуждается в прихожанах. Кто такие прихожане? Это вот эти вот, которые в архангела Санта-Клауса верят. Они на праздник, вот сейчас объявим, какой у нас праздник. День Пятидесятницы. Сегодня, для некоторых сегодня, для некоторых через неделю. У нас же Пасха так была, сегодня и через неделю для некоторых. Вот на Пасху у нас прихожане набегают. И охота спросить, брат прихожанина, ты где был полгода? Ты полгода чем занимался? Я полгода своей жизнью жил. Иисусу вообще не нужны такие люди. Вообще, представьте себе. И Он такую церковь не строит. Иисусу нужны вот люди, которые желают стать настоящими последователями, которые отрекутся от себя самих, возьмут свой крест и последуют за Ним ежедневно, каждый день. Ученик Иисуса Христа, который каждый день живет учением Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа – это тот, который чтит своего учителя каждый день. Ученик Иисуса Христа – это даже не воскресный христианин, который 6 дней живет, знаете, своей жизнью, а в воскресенье решил христианином стать. Нет, так не получится. Прихожане, кто хочет стать прихожанином нашей церкви, идите в другое место. Мы сегодня хотим плодить учеников. Мы не против людей, поймите. Мы против вот этих вот странных каких-то вещей, которых, да, понятий, которых нет в Писании. Этого нет в Библии. Епископ. Пошла жара. Жаришка пошла. Епископ. Сегодня, знаете, епископ к нам приедет. Это серьезный человек. Это бишоп. Вау. Я как-то с одним человеком разговаривал по поводу епископов, и я говорю, слушайте, ребят, а вам не кажется, что вы взяли вот из той церкви, в которой Мартин Лютер еще пытался реформацию сделать, вы взяли оттуда модель, натянули ее на свою сегодняшнюю христианскую жизнь и пытаетесь выдать ее за библейскую тему? В смысле? Везде написано про епископов. На самом деле, да, везде написано про епископов. Кто такой епископ, по-вашему? Как вы думаете, кто такой епископ? А можно поточнее? Знаете, когда ты встречаешься с разными людьми, и ты задашь им вопрос, кто такой епископ? Это пастор пасторов. Ты серьезно, братан? А вот давайте посмотрим Филиппийцам 1 главу, там в 1 стихе интересная тема написана, в синодальном переводе прочитаем. Там написано так, Филиппийцам 1:1. Кто из вас помнит, что в Филиппах была всего лишь одна церковь? Это одна церковь была. И к этой одной церкви, то есть вот представьте себе, сейчас нам есть послание от апостола Павла, и в этой одной церкви здесь интересное сочетание людей. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами. Подожди, с епископом может быть? Нет. С епископами. В одной церкви много епископов. В смысле, как? Если это сегодня, как некоторые говорят, пастор пасторов, как же в одной церкви может быть такая куча пасторов? Нет, друзья.
Просто слово епископ, к сожалению, мы его взяли из той старой религиозной системы и натянули на нашу реальную действительность. У нас, знаете, что произошло? А так же, как в той церкви, где когда-то Мартин Лютер делал реформацию, есть самый главный епископ. Любое имя назовите, я просто не хочу его настоящее имя назвать. Самый главный епископ, начальствующий пусть будет епископ. У него есть кардиналы. Знаете, такая система называется пирамидальная система управления. У кардиналов есть архиепископы, у архиепископов в подчинении есть епископы. И так дошли до приходов. Это система религиозная, где вы встречали в Новом Завете, чтобы Иисус Христос строил подобную систему. Поэтому, когда мы говорим об этой системе, где какой-то один человек, которого называют епископ, руководит огромным движением христианским, это уже неправильная система, которую никогда Бог не строил. Епископ – это блюститель. Я сегодня блюститель в церкви нашей. В нашей церкви есть еще блюстители, люди, которые поставлены самим Богом, чтобы наблюдать за духовным состоянием этой церкви, за духовным состоянием людей. Это люди, которые могут управлять домашними группами, какими-то служениями. Это все епископы. Потому что епископ – греческое слово, переводящееся как надзиратель или блюститель, человек, который наблюдает за духовным состоянием этой церкви. Поэтому, когда Павел пишет филиппийцам, он обращается к ним и говорит, вот этим ребятам, которые сегодня занимаются душепопечением, которых я называю епископы, передай им привет. Если ты мне не веришь сегодня, если тебе не нравятся те слова, которые я говорю, возьми слово епископ, вбей его в своем поисковике в Библии, ты нигде не найдешь, что епископ управлял, например, церквями в Асии, или церквями там где-нибудь в Трааде, или церквями в Галатии. Нигде такого не было. Больше того скажу, когда мы говорим про епископов, епископы – это люди, которых иногда называют еще пресвитерами или старейшинами, и которых некоторые из нас мы знаем как пасторы. То есть это люди, которые руководят общинами. Это все фактически об одних и тех же людях, только с разной стороны. Епископ – это его действие, он наблюдает за церковью, или он сегодня хранит церковь, это его функция. Старейшина – это его позиция, в которой он находится. Это человек, который руководит церковью. Есть, больше скажу, есть епископы, которые занимаются душепопечением, но при этом не являются старейшинами, они не руководят церковью. Слышите, друзья, давайте сегодня вернемся в ту библейскую позицию, которую Иисус оставил для своей церкви, и выкинем из своей головы весь этот хлам, весь этот мусор, который нам насадил религиозный мир и насадила религиозная система в нашу голову. Это все пережитки или избытки, излишки, или как их назвать, исторические, которые мы тянем за собой, которые мы тащим за собой из тех старых церквей, в которых однажды надо было сделать реформацию. Знаете, когда мы говорим об этом, обо всем, так хочется, чтобы мы сегодня смотрели в Писание, так хочется, чтобы мы смотрели сегодня в Библию и строили нашу веру на Писание.